судя по тому, как вы стали книжным блогером, да, вы читающий человек. Да, Как вы пришли к тому? Вот вы расскажите все, что хотите нам. Хорошо, вы знаете, я была еще читающим ребенком, вот, читала я всегда с самого детства, достаточно быстро перебралась с детской библиотеки стандартной своей, которая там была детскими сказками, там, Андерсоном, Булычевым и прочими, вот, на взрослую. Меня покорил в свое время Конан Дойль, Агата Кристи, я была такой в детстве таки фанаткой детективов, вот, и постепенно, в принципе, продолжила читать и в университете, вот, плюс еще, поскольку я связала свою жизнь с журналистикой, вот, то приходилось читать и по работе очень много, потому что, вы сами знаете, особенно когда берешь интервью каких-то известных людей, деятелей культуры, то о книгах говорить нужно, можно, вот, и поэтому я достаточно много читала, продолжаю читать до сих пор и современную литературу, и классическую литературу, потому что настолько много хороших книг, которые просто невозможно в течение всей жизни охватить, мне кажется. Да-да. Так, смотрите, я хотела немножечко сегодня рассказать именно о явлении книжных блогов в Инстаграме, вот, потому что это явление, мне кажется, достаточно интересное. Еще несколько лет назад, ну, это порядка 10, грубо говоря, когда стали активно развиваться всякие интернет-библиотеки, интернет-книги и так далее, все говорили, что бумажная книга, она вообще, в принципе, скоро умрет, все будут читать только электронно и так далее. Вот. Но, как показывает статистика, в принципе, там от Эксмо у меня есть небольшая статистика, от Распечати, то, что бумажная книга, она по-прежнему лидирует на рынке, хотя все больше интерес появляется в электронной книге и аудиокнигам. Вот, тем не менее, интерес остается. Вот. И мы в последнее время столкнулись с таким интересным явлением, то, что появилось очень много крупных издательств, ну, там по стране где-то порядка там 3-4, которые действительно такие маститые, очень крупные. Плюс еще периодически появляются всякие сам-издаты и издаты небольшие, которые специализируются на каких-то определенных жанрах, например, допустим, только на комиксах, или, например, только на фэнтези. Вот. И современные читатели столкнулись с такой достаточно сложной проблемой, то есть стала не проблема в том, чтобы почитать, а выпускают книг настолько много, это и художественная литература, и, допустим, нон-фикшн, вот, и оказалось очень сложно выбрать в принципе, чтобы прочитать, потому что книг много, какая из них будет хорошая, вот, при этом книги, понятное дело, стоят денег, вот, и особенно бумажные книги, причем часто бывает даже небольших денег. Я, например, буквально вчера вечером смотрела в Читай-городе, я хотела купить себе новую книжку, вот, новинку одну, вот, она стоит сейчас там порядка 700 рублей, скажем так, это не самое дешевое удовольствие, Да, конечно. Ага. чтение бумажной литературы, вот. И поэтому людям стало сложно, потому что многие, даже те, кто, например, не читали в детстве, многие хотят читать сейчас. Допустим, появилось время или появился интерес. Вот. Но при этом стало очень сложно, из всего этого моря литературы, которое появляется, стало сложно выбрать именно то, чтобы почитать. Вот. Частично в этом нам сейчас помогает кинематограф и сериалы, потому что они сейчас часто, во-первых, экранизируют какие-то произведения. Вот. Более того, бывают даже такие случаи, когда происходит экранизация произведения, которое даже в реальности еще не вышло. Допустим, все мы наверняка, кто смотрел, все мы наверняка знаем, что, допустим, те же самые там, нашумевший там, мега-хит «Игра престолов» сериал последние 3 сезона снимал без книжного первоисточника. Вот, то есть автор активно консультировал сценаристов, но при этом первоисточника как такового нет до сих пор, потому что Мартин никак не допишет нам своей замечательной книжкой. Вот. Поэтому книги и сериалы помогают. Вот, люди, например, допустим, посмотрев какой-то интересный сериал, они начинают читать про него, узнают, например, что действительно, да, это по книге, и они после этого читают эту книжку. Вот, но это все равно очень малый процент. Вот. И часто бывает такое, что какие-то книги известных авторов остаются неизвестными, их не успевают читать, про них просто не знают. Вот. При этом каждый год появляются какие-то новые современные писатели, которые выпускают там просто потрясающие книжки. Вот. Поэтому во всем этом достаточно активно сейчас помогает интернет, помогает Инстаграм. Вот.
в Инстаграме появились книжные блогеры. То есть это люди, которые именно рассказывают только про книги. То есть какой-то есть еще параллельный контент, но преимущественно это именно рассказ про книги. Блогеры бывают очень разные, вот, они, у каждого кто пытается какую-то свою собственную специфику разработать своего блога, чтобы он был более интересен читателям, вот. Но обычно это какие-то рецензии на прочитанные произведения, обычно какие-то рекомендации, какие-то подборки, вот. Крупные блогеры, у которых там десятки, сотни тысяч подписчиков, они взаимодействуют с издательствами, там периодически разыгрывают какие-то книги, то есть максимально привлекают людей, чтобы они читали, чтобы они отвечали им какой-то активностью на их страницах. Вот. Я решила примкнуть к этому направлению совсем недавно, буквально в марте этого года. У меня по ряду личных причин оказалось немножко больше свободного времени, плюс еще я в тот момент увлеклась таким направлением, называется предметная фотография, когда фотографируются именно предметы, красивая выкладка, вот, и мне нужно было на чем-то тренироваться, я решила, что книги самый лучший объект для тренировок, вот, поэтому я стала фотографировать какие-то именно раскладки именно с книжками. Вот, но просто фотографировать неинтересно, я как человек пишущий, мне интересно еще и написать, поделиться там чем-то, вот, поэтому я стала вести, создала такой книжный блог, вот, и стала вести, он у меня в моем блоге есть несколько рубрик, то есть это есть как именно рецензия на книги, то есть где я рассказываю немножко, допустим, там, нахожу какую-то знаковую, на мой взгляд, цитату из этой книги, рассказываю немножко о том человеке, который ее написал, делюсь сюжетом, вот, делюсь своим мнением о прочитанном. Вот. А параллельно с такими отзывами есть еще какие-то мои рубрики, где, например, я формирую какие-то подборки, чтобы были какие-то подборки новинок, либо подборки того, что читают известные люди. Они, кстати, часто делятся, например, тот же самый Стивен Кинг, мастер ужасов, мастер мистики, вот, он регулярно советует читателям очень интересные книги, причем современных писателей, то есть он не гнушается и сам ознакомиться с тем, что пишут современные молодые писатели, но и что-то посоветовать. Вот, контент в своем блоге я чередую, вот, как показывает практика, в основном мои читатели — это женщины, видимо, не знаю, может быть, женщины более читающая аудитория, может, просто мужчины не подписываются пока на мой аккаунт, не знаю, но в основном, вот, как показывает статистика, у меня женщины, причем такие не подростки, а в основном самая большая группа аудитории у меня от 25 до 34 лет, а вторая по старшинству от 35-44 года. Вот. Очень активные, они задают вопросы, они комментируют, вот, и я, в принципе, себя подаю в свой аккаунт, его особенность в том, что я готова выступать как консультант по чтению, вот, то есть я готова посоветовать какую-то книгу для прочтения, причем это совершенно бесплатно, потому что, ну, скажем так, это скорее просветительская деятельность, которая не требует никакой оплаты. Вот, у меня есть работа, поэтому мне это не нужно, это просто для моего удовольствия. Вот, а на самом деле это очень ответственное занятие, потому что когда мне пишут мои подписчики, спрашивают, например, что-то, я прекрасно понимаю, что, согласно моему совету, они потом пойдут в магазин, вот, и будут тратить свои личные деньги. Сами понимаете, посоветовать что-то, то, что не понравится, это не здорово, потому что, ну, это все-таки деньги личного человека, которые он заработал своим трудом. Вот, поэтому я всегда интересуюсь, например, что человек любит читать, какие жанры ему нравятся, что он хотел бы прочитать, может быть, какие-то произведения, которые ему понравились раньше. Вот, уже на основе вот его вот таких предпочтений я уже могу дать какую-то свою рекомендацию. Вот, сейчас аккаунт мой только растет, развивается, надеюсь, что будет развиваться хорошо, вот. Но вот пока вот это выглядит так. Так книжные блогеры, они подписываются друг на друга, вот, все смотрят, что интересно предлагают другие. Вот, вы знаете, я для себя сделала вывод, что чем больше на таких блогеров подписываешься, тем действительно все меньше и меньше становится вариант, что будет какой-нибудь хит, какая-нибудь книга, и вы про нее не узнаете, потому что просто, если не написал один блогер, обязательно напишет другой. Например, допустим, Фредерик Бакман есть такой шведский писатель, вот, у него в этом
в этом году, по-моему, вышла книга в начале года «Медвежий угол». Это продолжение его дилогии «Мы против вас». Вот. И вы знаете, например, я для себя сделала вывод, что только ленивый книжный блогер не написал про эти две книги. Вот. То есть на самом деле многие читатели узнали про Бакмана именно благодаря Инстаграму и книжным блогерам. Вот, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада ответить, вот, потому что я так быстренько пробежалась по верхам, по своим заметкам, которые я подготовила. Вот, если что-то, на что-то должен становиться подробнее, буду рада. Мгм. Ну, мы поняли, да, что, конечно, и блогеры наши первые помощники библиотек. Я надеюсь. Мы так прямо поняли, что это так и есть. Вы делитесь подборками интересных книг, рассказываете о новинках издательств и, конечно же, даете рекомендации о том, что почитать в зависимости от ваших предпочтений. Но сегодня, так как у нас молодежная аудитория, да, у нас есть такой вопрос, нужно ли, чтобы молодежь читала больше и Конечно. для чего? Конечно, здесь очень много факторов. Нет, во-первых, читать нужно. На мой взгляд, начнем с того, что книги открывают перед вами абсолютно удивительный мир, который, например, допустим, если вы не можете путешествовать, или у вас там нет возможности путешествовать, или нет времени, вы много работаете, книги открывают перед вами абсолютно удивительную страну, где может быть все, в зависимости от жанра. Вот, поэтому это просто как минимум интересно. И, опять же, как человек, который читает с самого детства, я не представляю, как можно не читать. Вот, хотя у меня перед глазами, например, есть мой муж, который художественную литературу не любит и читает крайне редко ее. Вот, это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, может быть, конечно, это взгляд устаревший, я не знаю, но книги дают возможность расширять свой горизонт, узнавать какие-то не только бесполезные вещи, но и, допустим, интересные факты, вот, какие-то исторические факты, вот, у вас появляется больше знаний. Вы можете, допустим, в беседе поддержать какую-то тему, с которой, например, сами в своей жизни раньше не сталкивались. Вот. Да, и самое главное, на мой взгляд, как минимум у читающего человека обычно гораздо лучше обстоят дела с грамотностью. Вот. Иногда я работаю пиар-менеджером, пиар-директором, вот, и, знаете, иногда такое в плохом настроении, думаю, господи, моя работа такая дурацкая, она никому не нужна, зачем вообще вот. А потом я, например, захожу в чат в WhatsApp, в котором сидят мои соседи по моему дому, где мы обсуждаем какие-то проблемы дома. Вот. И я читаю этих людей и понимаю, что работа пиарщика никогда не умрет, просто потому что люди бывают часто настолько безграмотны. Вот. А я считаю, что те люди, которые читают, у них такой проблемы нет. То есть, как минимум, с грамотностью должно быть все хорошо. Вот. И для молодежи, я думаю, что это тоже очень важно. Так, спасибо, Анна. Ну, у наших участников есть вопросы к Анне, свое мнение, может, кто-то хочет высказать. Есть, Давайте, ага. то есть, Слышно, вот, да? Женя. Ага. Вы знакомы с жанром литр-ПГ? Новый такой появился. Литр ПГ нет, не знакомо. Расскажите, это что? Ну, если не знакомы, трудно объяснить. Ну, хотя бы авторы какие-то. Это появилось недавно, лет, наверное, 5 назад. Угу. Вот прямо вот вспышка какая-то. Ну, сюжет там банальный такой. Человек проваливается в игру, в интерактивную. Типа РПГшек, я поняла. Это, скажите, пожалуйста, я могу предположить, что это родоначальник Лукьяненко, нет? С лабиринтом отражений и так далее. Как бы он робко попытался. Нет, родоначальника там вообще что-то там рыцари короля Артура при дворе. Не помню, короче. Угу. Нет, это попаданцы. Это я путаю. Ну, где-то так, да. Лукьяненко и Гроземье, вот. Андерсон. Вот Ну, что-то. Тогда, получается, немножко знакомо. Ну так, по верхам. Самое что интересно, что почему-то русские в это дело очень сильно воткнулись. Угу. И в основном только русские авторы попадаются. В основном это 80% это полная дрянь. Но есть прямо вот талантливые ребята. Казалось бы, несерьезная тематика, но книги выпускают довольно-таки интересные. Ну, вопрос пропал, потому что вы не в курсе этой темы. Я Ну, хотел да. насчет зарубежных авторов, потому что их очень мало.
Вот по этой именно, по этому жанру. Если хотите, давайте я посмотрю, посоветуюсь, вот, и тогда Ульяне, если я что-то найду, я это пришлю, она передаст вам. Вот, отлично. Тем более у вас там, вы говорите, связи хорошие, да, с этими блогерами. Ну, твоя тусовка, да, как говорится. Поузнавать, это интересная тема, потому что она очень новая. И сейчас как бы очень много новичков туда лезут, выпускают полный отстой и исчезают, короче. Вот он написал 2 книжки и пропал, все, про него не слышно. А есть там Андрей Васильев, например, просто отличный дядька такой. Но он слишком заигрывается, у него несколько циклов сейчас идет, и он все это параллельно пишет, я не знаю как, может их 3 там клонов каких-то, потому что объемы адские вообще. Ну вот. Хорошо, Евгений, я поищу, поспрашиваю, и если я что-то найду, вот, я Ульяне передам, а она тогда передаст вам. Вопрос 2. Да, слушаю. Есть еще вопросы? Я говорю, у меня 2-й вопрос. Так. Как вам Артемида Уира? Или Вейра, как вот, Энди Уэйр? Марсианин. Вы знаете, я «Марсианина» смотрела фильм, книгу я не читала, вот, поэтому про него, опять же, к сожалению, видите, я вам оказалась сегодня, по вашим вопросам, не очень полезна, вот, пока я его не читала, вот, но дело в том, что я все-таки не слишком большой поклонник именно фантастики, вот, тем более новой фантастики. Вот, как-то я люблю больше такую классику типа типа Стругацких, вот, которых с большим удовольствием периодически перечитываю. Вот. А «Марсианина» нет, пока не читала, не могу сказать. А Люций Синь? Так, еще раз. Люций Синь. Люций Синь. Так. Тоже мимо меня прошло. Это там, где, значит... Это там, где... Современной фантастики. Это значит 4 тел, вот это, да, я понимаю? Да, это вот идеально просто вообще. Вы знаете, Евгений, у меня есть такой список, чтобы почитать, то, что я хочу почитать. Он там есть, но я пока до него не дошла. А Джо Аберкромби там есть? Нет, его нет. Могу добавить. Обязательно. Ну, ладно. Вот, если вопросы еще у кого-то, да, возникнут вопросы, вы в конце тоже озвучите, пожалуйста. А сейчас у нас следующая наша гостья, да, диспута, Айсена Сараватская. Всем добрый день. Да, Айсена, все видите, да, тоже. Айсена уверена, что сбрасывать привычные книги с корабля истории еще рано, на что вы не потеряете научиться читательским навыкам. У Айсены очень много постов, с помощью которых можно ориентироваться в мире книг, а именно превратить книгу в путеводную звезду, которая указывает путь к себе. Мы знаем, Айсена, что вы очень известный блогер, да, у нас в республике. Ваши посты сплошь и рядом связаны с книгой. И, ну, хотелось бы первый вопрос, который мы вам задаем, да, какова роль книги в вашей жизни? Ну, она огромная. Я бы сказала, что я настолько сильно люблю книги, что связала всю свою жизнь с ними, хотя изначально как бы не планировала, да. Вот я расскажу, наверное, коротко свою историю. Я, как и многие, очень люблю библиотеки. С детства вот проводила там много часов, брала книги, и там максимум можно было взять 5 книг. А я хитрила, брала еще книги за абонемент брата. У меня есть брат-близнец. И вот я записывала на него книги и брала, получается, не 5 книг, а 10. И за неделю читала где-то 10 книг. Вот. И потом относила и также брала 10 книг. Вообще очень много читала в детстве и до сих пор очень много читаю. Молодец. И на самом деле я в школе увлекалась математикой, участвовала в олимпиадах по математике, поэтому я думала, что я стану там экономистом, ну, что-то связанное с цифрами, в общем, да. Хотя я любила всегда читать, вот, а потом я, как бы, ну, из-за того, что я много читаю, меня позвали на олимпиаду по русскому языку, вот, и я там, как бы, на городской олимпиаде случайно заняла 2-е место. Почему случайно? Потому что я особенно не готовилась, но благодаря тому, что я очень много читала,
хорошо справилась с заданиями, потом уже начала готовиться, на республиканской заняла, потом первое место, потом поехала на Всероссийскую олимпиаду. Вот, и таким образом ездила 3 года подряд на Всероссийскую олимпиаду, и на 3-й год, уже в 11 классе, я стала призером Всероссийской олимпиады по русскому языку. Для многих очень неожиданно, потому что, конечно, русский мой не родной язык, и поэтому это было неожиданно даже для самих жюри. Вот, и они тоже, когда награждали, сказали, что очень редко из национальных республик бывают призеры. И вместе с призерством там был такой приз, можно было поступить в МГУ без конкурса на филологический факультет. Вот, а я об этом не знала. Я так собирала свои документы в 11 классе и поступила в Питер на экономиста, ФИНЭК, да, финансовую академию. А потом мне звонят из МГУ, говорят, уже в августе, да, то есть в конце августа, перед сентябрем, а вы не хотите в МГУ поступить? А я говорю, а я хочу. Вот, и они говорят, ну, давайте, привозите документы, а документы уже в Питере. Пришлось срочно там придумывать рокировку, и в итоге так получилось, что я действительно поступила на филологический факультет МГУ, на специальность классическая филология, и связала таким образом свою жизнь с книгами. Стала филологом по специальности, так и написано у меня филолог-преподаватель в дипломе. И вот сейчас сразу после университета потом начала работать преподавателем литературы, то есть я сейчас преподаю зарубежную литературу от античности, это то есть 2000-е годы до нашей эры, до 20 века нашей эры, да, то есть получается вот 28, 20, ну, почти 30 веков, да, литературы преподаю. И все это я вот читала, до сих пор читаю, поэтому я больше, скажем так, специалист. И будете читать. Да, больше специалист по, ну, классической литературе, да, но сейчас очень активно увлекаюсь вот современной литературой, вот об этом тоже сама пишу, вот не сказала, что там супер популярный, да, но просто я очень много пишу о книгах, и людям нравится, да, и я пропагандирую именно книги не просто как, ну, читать, чтобы читать, да, а именно как способ и метод улучшения своей жизни, да, потому что я верю в то, что книги, они действительно преображают нашу жизнь, потому что наша жизнь зависит от того, как мы думаем, да, а благодаря книгам мы можем думать, ну, не то, что лучше, да, мы можем думать по-другому. Вот то, чему я научилась из книг, это самое главное — думать по-другому, да, меня очень многие называют креативным человеком. Я думала, в чем же заключается креативность. Я думаю именно в том, что ты можешь посмотреть на ситуацию по-другому, да, то есть увидеть, например, не только с этой стороны, но и с другой стороны, и еще с третьей стороны, и с четвертой стороны. То есть это именно благодаря книгам. Когда я читала книги, я видела, что автор пишет так, как я не думаю, да, то есть я, например, могу быть с ним не согласна. И когда я впервые об этом подумала, ну, это же так странно, в детстве ты же думаешь, что ты прав, да, и ты все знаешь, вот, а оказывается, люди могут думать по-другому, вот, и это так интересно. А потом я в одной книге вообще прочитала про то, как живут писатели. Писатели живут вообще очень интересно, то есть они просыпаются утром, неспешно завтракают, потом идут гуляют, потом там обедают, потом идут гуляют, потом пишут, потом спят, потом опять гуляют. Я такая, а можно разве так жить? Мы же привыкли, что нас родители там работают с 8 до 8, еще все время работают, да, и поэтому мне казалось как-то странно, что можно, ну, как бы, скажем так, не работать. И поэтому это благодаря книгам я увидела, что бывает по-другому, вообще есть другая жизнь, и там, например, в книгах ходили в кофейни и пили кофе. У нас такого вообще не было еще, да, это давно еще в детстве я читала и думала, как можно ходить куда-то на улицу и пить кофе, да, это же вообще какой-то нонсенс. Это другая жизнь, да, которую мы увидели в книгах, и она вот сейчас стала тоже частью нашей жизни. Вот, сейчас мы живем немножко в постапокалиптическом тоже фильме, как будто, да, когда все сидим дома, тоже мы это видели в фильмах, книгах, да, и увидели теперь в жизни. Ну, то есть мы увидим, что мир бывает разный, да, и благодаря тому, что я вот увидела, например, в детстве, что можно жить по-другому, я поняла, что я не хочу работать как родители там с 9 до 9, да, то есть в офисе.
там, ходить на работу. И поэтому сейчас я работаю немножко по-другому. Вот я работаю преподавателем, это приходящая работа, то есть ты приходишь, рассказываешь студентам, сейчас это получается онлайн, вот, то есть я, скажем так, вот так тоже сижу, студентам рассказываю по Zoom, с ними разговариваю, вот, и еще у меня книжный магазин. Книжный магазин появился из-за потребности в хороших книгах. Вот, когда я приехала из Москвы, я ходила в библиотеки, но там с поступлением книжного фонда туго, да, то есть современные книги поступают поздно, да, то есть и в малых количествах, то есть если они даже поступают, то их там часто уже не бывает в наличии. Вот, а в книжном маркете тоже часто бывает, что тех книг, которые я хотела, не было, даже классических. Я хотела взять книгу «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон, я ее читала еще в юношеской библиотеке, она мне очень запомнилась, и до сих пор я ее перечитываю, я ее каждый год перечитываю, и оказывается, там очень много, ну, новых смыслов про человека такого, скажем, становящегося, человека, который себя ищет, человек, который становится человеком с большой буквы. Вот, эту книгу очень советую, да, «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон, писатель Ричард Бах. Вот, она очень маленькая и короткая, но очень вдохновляющая. И вот я ее искала, ее не было, ни в книжном маркете нигде не было. А потом я искала книгу «Вино из одуванчиков», и тоже ее нигде не было, хотя это довольно тоже известная популярная книга. И вот тогда я решила открыть свой книжный, да, начала просто заказывать книги на заказ. Вот, и оказалось, что людям это тоже очень нужно, потому что в Якутске, несмотря на то, что книжные магазины вроде вот были, да, но таких хороших книг не было. У меня концепция вот магазина моего была в том, чтобы привозить именно такие хорошие, нужные, полезные книги, да, которые именно людям помогают. Я вот думаю, что книги — это способ, да, вот начать менять свое сознание, потому что когда мы меняем свое сознание, мысли, да, мы уже меняем свою жизнь к лучшему. Вот, и с помощью поэтому книг, получается, мы меняемся. Вот, и поэтому очень важно книги читать сейчас, особенно в эпоху интернета, потому что информации стало очень много. Вот почему сейчас в библиотеках народу меньше, да, раньше книги были единственным источником информации, и газеты, да, сейчас у нас везде, со всех сторон информация, слишком много информации. И сейчас, наоборот, появилась потребность у людей, как скажем, защититься, да, оградиться от этого информационного шума. И вот здесь помогает то, что я называю для себя второй кожей, как бы такая оболочка, которая нас защищает от излишнего мусора, да, слишком много действительно информационного мусора. Даже вот считали статистику, 98% информации в интернете — это на самом деле мусор, то есть это вторичная информация. И всего лишь 2% — это та информация, которую люди производят. А все остальное, 98%, это ее мусолят, там заново перерабатывают, заново подают по-другому. То есть вот это все лишнее. И как это фильтровать? И вот как раз здесь помогает, мне кажется, чтение книг. Да? Тот человек, который читает, он умеет анализировать. Потому что когда мы читаем, мы все равно анализируем, сопоставляем со своей позицией. Да? Мы читаем и думаем, вот автор думает, как я, или нет, да, он по-другому думает, как он смотрит на это. И мы все время анализируем, думаем, и у нас появляется навык, да, анализа. Вот, а у людей, которые не привыкают, у них такого навыка, да, и им очень сложно поэтому перерабатывать вообще информацию и слушать вот разные тоже источники и улавливать правду от неправды, да, допустим, какие-то вот бывают сейчас провокационные новости или что-нибудь еще, вот лишнее, да, и как раз это уметь отсекать можно научиться именно читая хорошую литературу. То есть когда вы уже читаете, почему советуют читать классику, да, классика — это как лакмусовая бумажка, да, то есть если вы читали классику, то вы знаете, вот, что это качество, что это вот хорошо, да, и тогда вы учитесь отличать вот шелуху, да, то, что лишнее, и то, что вот некачественное, да, так скажем, вот, и я замечаю, что очень многие сейчас уже устают, например, от мотивационных книг, от таких вот современных нон-фикшн книг, и они, наоборот, возвращаются к художественной литературе. Я, кстати, вот курсы же провожу по книгам, да, по анализу книг, по чтению книг, и ко мне на курсы вот люди приходят,
И очень читают сначала мотивационные книги. Сначала они читают мотивационные, вот такие вот мотивирующие книги, а потом все равно все от них устают, да, потому что там одно и то же, как бы одно и то же, вот, и начинают возвращаться к художественной литературе. Вот, я помогаю художественную литературу анализировать, потому что то, что нам кажется, ну, кому-то, может, элементарным, ну, простым, да, например, понять, какая главная идея, да, у произведения, какие там темы или какие там проблемы. Оказывается, это не так элементарно для людей. То есть я раньше вообще была снобом, честно говоря. Но сноб в таком даже плохом значении, что я думала, что люди, которые не читают, это как-то какие-то не такие люди, неправильные. Потому что я думала, что все, кто читает, это такие, типа, вот, умные, думающие люди. Потом я поняла, что, конечно, люди, которые не читают, они тоже, среди них очень много хороших людей, умных людей, да, думающих и так далее. Просто они предпочитают другие виды информации или другие виды, способы разработки мозга, да? Вот. И вот это мой снобизм, он ушел. Айсена, а вот на этот онлайн-курс как можно попасть? Я у себя на странице пишу, вот следующий, скорее всего, начнется 15-го. Там и бывают разные, на 2 недели. Ну, я веду все онлайн, то есть в Инстаграме, потом по Zoom тоже вот так встречаемся, разговариваем про книги, то есть 2 недели общаемся в онлайне, получается, про книги. Так, вот. Значит, и я там... любой может, да? Да. К вам попасть. Ну, можно мне написать, И еще у вас есть вот марафон, да? Разреши себе писать. Можно несколько слов в этом марафоне? Или он у вас уже как бы... Мне кажется, он время от времени у вас проводится марафон. Нет, у меня не было марафона «Разреши себе писать». Не было, да? Может, Ага. Так, ну и вот каждое первое число, вот Айсена прямо такое благородное дело, да, начал и вот открыла магазин книжный, как бы помогает людям, да, и даже вот каждое первое число месяца проводит розыгрыш книги. Вот какая мотивация этого розыгрыша? Вообще, розыгрыши я делаю, потому что хочется с чем-то делиться. Вообще есть 2 мотивации, да, почему люди приходят в Инстаграм или в другие социальные сети. Это когда хочется делиться или хочется что-то взять, да, то есть у меня бывает и то, и другое, то есть я подписываюсь на блоги, на людей, которые мне интересны, которые меня мотивируют. И другое, когда у меня есть, наоборот, лишняя энергия, не то, что лишняя, а хочется и поделиться знаниями, да, новыми навыками, вот, и книги тоже я люблю дарить, потому что, вот, ну, я верю в то, что книга, даже одна книга может поменять очень сильно человека, и мне про это люди писали, что книга, которую я посоветовала им, они после нее прям очень сильно поменялись. Кстати, вот хочу посоветовать книгу Мартин Иден, кто еще не читал, да, прям вот недавно 2 свежих отзыва у меня было после этой книги, что прям очень сильно на них повлияла эта книга. Вот. Ну, это то, что свежее у меня в голове. Я, кстати, подкаст записываю, «Между строк» называется. Можно послушать, он есть в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, там, ну, во всех подкаст-плеерах. Там я записываю тоже выпуски про литературу. И вот про Мартин Иден я тоже записала выпуск, рассказала об этой книге. Так, у нас наши участники вопроса есть, может, есть у аудитории? Можно от Айсены, от Анны такое, чтобы, Ульяне скинули. Топ-10. Ну, что почитать? Айсена. Про топ-10 вопросы от Жени. Так, ну вот книги, которые я посоветовала, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я не запомню. Вы можете написать и отправить файлом просто? Вот Ульяне нашей, через Ульяну. Я буду потихонечку качать, там, читать. Просто здорово же. Здорово. Без разницы какого.
Так, у Хорошо. девочек, по-моему, вопрос должен был быть при встрече с Айсеной. Девочки, что-то все скромненько молчат, да? Да, еще вопрос у меня, Айсене. А ну, ага, Женя, можете задать. Слушайте, мы сейчас упорно работаем над сборником стихов. Мгм. Переводы якутских стихов на русский язык. Мгм. Точнее, переводит мне Женечка. У нас здесь сидит, нет? Женя, Женя, тут есть кому-то? вот она Женя переводит, наша. да, делает дословный перевод. А я делаю Мгм. как литературный, Мгм. который можно переваривать нормально. Мгм. Вот. И есть такая идея. Вчера вот на пачке чая увидел QR-код, типа проводишь сотовым, раз, и слушаешь якутскую сказку. Мгм. А можно сделать такое же, да, только в книге. Например, идет стихотворение на странице, сверху QR-код, ты проводишь, чик, и тебе голос может читать кто-то. Да, конечно. Такое сейчас есть, да? Да, есть такое. Есть сейчас книги с QR-кодами. Я знаю, что вот в издательстве Бичик они так делают. Там на книге есть тоже QR-коды, их нажимаешь, и там выходит страница, и там тоже на странице что-то интерактивное или что-нибудь еще такое выходит, красочное. О, а вы нашу книжку возьмете на продажу себе? Ну, конечно, у нас есть сам издат, да, у нас вот есть якутские авторы, которые приносили свои книги. Вот, Сколько хорошо продавалась книга детских сказок «Лесные сны» Лидии Тарасовой. Очень много брали. Карточки у нас вот развивающие были. Вот, Михайлов приносил автор... книжку? М? Михайлов приносил книжку свою? Нет, вроде такого не было. Страшные истории Якутии. Не, он, по-моему, же Бичик выпустил, нет? Или сам? Он там как бы, в нашей тусовке это мэтр уже, зубр. Ну, он с Бичик сотрудничает, по-моему, они сами там выпускают, сами продают, ага. А у нас в Бичик тоже есть книги, мы там берем на реализацию, а так вот сами издаты тоже приносят. Мгм. Ну, самому, в принципе, напечатать там 100 экземпляров, да, не проблема, да, сейчас. Конечно, да. Сейчас очень много есть вот издательств, которые вот малый тираж печатают у нас в Якутске. Офсет, по-моему, печатает, Алас есть такое издательство, и еще вот, ну, их в Тугис даже можно найти, есть. А поэзия вообще как идет? Ну, Поэзия, честно говоря, надо ее рекламировать, то есть за ней придут, если хорошая реклама, ну, то есть если люди знают, вот, мгм. они придут, а если не знают, они просто так с полки не возьмут, потому что, ну, как бы, поэзия это же такое, как скажем, очень индивидуальное, да, кому-то понравится, кому-то не понравится, поэтому не рискуют, поэтому надо ее хорошо вот рекламировать, лучше через отзывы, сарафанное радио, да, то есть людям, кому-то может подарить, кому-то вот сказать, чтобы он написал отзыв, да, кому-то может электронно отправить, чтобы отзыв написал. Ну, то есть надо, чтобы люди говорили, тогда люди будут покупать. Ага. Вообще люди сейчас покупают то, о чем говорят. Да, люди идут за людьми, да, то есть толпа, да, она идет за теми, кто говорит. Поэтому сейчас вот очень популярны тоже книжные блогеры, потому что они вот как раз говорят, что надо покупать, да, как бы. Вот. Поэтому лучше договориться с кем-то. Так как у нас регламент, да, по времени, те, кто не успел, да, задать вопрос, вы можете подписаться в Инстаграме на страницах наших гостей Анны и Айсены и написать ваши пожелания, также вопросы, да, можете задавать. Да, ну, Анне, спасибо за очень благородное дело. Спасибо. И ну, заканчивая, да, вот нашу сегодняшнюю встречу, я бы хотела сказать, что мы практически, да, получили ответы на свои вопросы, которые стояли перед нами. Именно эти вопросы сегодня, я думаю, мы
но на эти вопросы мы получили исчерпывающий ответ, да, от наших гостей. Конечно, безусловно, популярность интернета среди молодежи — это очень большие возможности для творчества, развития. Сейчас можно найти в интернете все, что угодно, да, как и для учебы, так и для души. И как практик, как библиотекарь, я знаю, что для глубинного, осознанного чтения мы обязательно снова и снова обращаемся к книге, и она, конечно, нас точно уж не подведет. И, возможно, об этом беспокоиться еще рано, пока есть книжные блогеры, не зарастет народная тропа книга.